Когда балалайка в руках у юных профессионалов, кажется, что все легко и просто. Но когда за дело берется новичок, звучит она совершенно по-другому. Казбек Чапанов объясняет, вначале важно запомнить, какую струну на каком ладу зажимать, и не забывать про движение правой рукой. В самом начале, когда у меня пальцы болели, когда я нажимал сильно. Через сколько это прошло? Вот как ты освоился? Ну, уже через несколько недель я уже привык. Основное, когда меня учили, мне говорили струны сильнее зажимать, чтобы звук сильнее шел. Кажется, всего 3 струны, но зато какой простор для импровизации и воображения. У этого инструмента особый тембр. Свою балалайку Лейла Бекова повязала бантиком, чтобы не путать. Инструмент она осваивает уже около года. Я решила записаться, потому что просто инструмент понравился и все. Именно балалайка? Ну да, потому что когда я приходила, только балалайка и все. И поэтому сначала были мозоли в начале месяца, 2 месяца, может быть, но потом уже все. Они уже болели, да? Да, болели пальцы, но это со временем проходит. Меня очень заинтересовал этот инструмент своей внешностью, звучанием, поэтому я решила на нем играть. Сейчас учим мой сольный номер, пока чуть-чуть получается, но я думаю, я смогу его выучить. Воспитать свою плеяду музыкантов с новыми инструментами стало куда проще, говорят в ДК. Такой подарок им сделали на 250-летие единения Ингушетии с Россией. Это стало большой поддержкой, помощью для наших детей. В рамках этой программы мы получили несколько инструментов. Это пианино, это значит аккордеон детский, доуль мы получили, ну и, конечно, гитару. Вот такие инструменты нами были получены. Значит, и вот эти все инструменты, они регулярно используются детьми и самим руководителем. Детский оркестр «Ачалучка» появился год назад. В его составе 10 человек. Идея объединить юных музыкантов и создать ансамбль возникла у руководителя кружка. Через 2-3 месяца буквально научились уже вместе играть. А чтобы вместе играть, некоторым преподавателям много времени нужно, 2-3 года минимум нужно. Быстро освоили грамотные дети, очень хорошие дети. С ними надо по отдельности учить. Каждым ребенком надо по отдельности, потом их надо совмещать, чтобы сделать оркестр. Но это, конечно, очень тяжелая работа. В планах у руководителя оркестра научить детей петь, играть на гитаре, гармонии и пианино. Но юные музыканты и сейчас не прочь выйти за рамки класса и показать свои умения зрителю уже на большой сцене. Тамара Хашагульгова, Акрамат Тасхоев, Новости 24.